Головку забыл. Надо же, а. Ну, Андрюха, ты, Андрюха, два уха. Придется как-то так. Что тут у нас? Раз, два, три. Нормально, емко. Можно было ближе. Можно было ближе. Наших городских деревья. Друзья, всем привет! Ну, начнем сразу, ребят, с поздравлений всех женщин на канале. Да и не только, в общем, ребята. Поздравьте от меня. Скажите, Дрюнька с Республики Коми пламенный салам посылает дамам. Сегодня 8 марта. А я, ребята, на реке. С утра уже двинулись. Сегодня я не один. Леха, корешочек деревенский. Многие знают, спрашивали за него, как жив-здоров. Нормально, вон, привез его на рыбалку, так скажем. До этих мест далековато, хотя как раз проезжаю деревню, вот, в которой живет Леха.
Но я решил, ребят, прокатиться, посмотреть обстановку и выставиться. Сегодня у меня планово комбайны, жерлицы, донки. План на лим, потому что уже весна, так скажем. Должен, зараза, шевелиться-то уже начать. Ну и, в общем, Леху на прицеп, говорю, давай, Лех, здесь курья такая. Окушок, плотва поклевывает. Хоть, говорю, порыбачишь. В общем, а я его оставил, и сейчас первая точка, так скажем, выставляюсь. В этом сезоне мы здесь были. На этой точке я стоял в жерлице. У нас тут вообще загаров не было. Но по старым годам, ребята, эта точка, хороших налимов давала. Так что нужно все равно на разведочку поставить. Проезжали пару мест. Народу очень много. Кто-то выставился, видать, в ночь, потому что жерлицы такие заметенные. И уже буран подъехал, тоже ставят жерлицы. Короче, народу, ребят, на реке много. Ну, а я по своим точкам вверх, вверх, вверх. Короче, такие дела. Вот. Сегодня ночевать не буду, так как дома девчонки ждут. Будем поздравлять. А вот. Поеду, вернусь домой. А завтра, ребята, скорее всего, возьмем палатку и поедем с дочкой, с супругой куда-нибудь сюда. Снасти уже стоят, будем, короче, кайфовать. Но это не точно. Так что все, ребят. Я погнал работать. Ну, а вам приятного просмотра. Есть контакт. Ползем дальше. Ползем дальше, мы ползем. Добрался я до следующей точки. Здесь комбайны. Блин, крутые эти берега. Столько воспоминаний у меня. Вот именно в этом месте, блин. Тут пляж. Это Квасиный я его называю. Потому что часто осень выходит. А я здесь осенью люблю пропадать. Красота вообще. Потому что местами вот березы. Берег. Видите, там все березняк, ребята. И вот и потом, когда вот осень золотая, вот это желтый лист. Блин, тут такая сказка вообще. Класс. Местами водичка, смотрю. Ну, ползу потихоньку туда-сюда. Сегодня хочу поставить в новых точках, попробовать. Ну, здесь точка наработана. Здесь ставим обязательно. В общем, постоянно пишут: Андрюха, сделай видео, как ты собираешь комбайн. Ребята, да это не комбайн, это как продольник, донка. Ну, в принципе, то, что я не вешаю кормушку, вот эту анализную баночку, я просто вешаю груз. Потому что у нас мормыша не найти. Кормил я как-то заводским, ну, как на фидер ставил. Ну, такой себе, ребята. Морозик, ты замешиваешь, прикормка это замерзает. Каждые 15 минут ее вымывает, но смысл точку кормить. Беспонтово. Вот с мормышем, да. Можно было. Ладно, погнали. Блин, погода сегодня, ребят, сказка вообще великолепная. Что-то в районе нуля. Ни ветра. Правда, шли, когда сюда снег шел, прям по глазам тяжело шел. Вот. А так сейчас вообще просто пушка. Так, вот. Ну, где-то вот отсюда, ребят, начну. Примерно надо понять, если нету течения. Без течения вообще никак не засунете вы его. И луночку, ребят, подыскосок немножко. Ой, закусывают подыскосок, конечно, но по-другому никак. У меня, ребята, травма. Смотрите, аж серпом по яйцам, знаете, это обмодуль. Бур ложил, обмодуль натерло. Смотрю, ё-моё, новый шнек, блин. Обидно, блин. Обидно, очень обидно. Очень обидно.
Все, ребята, 4 готово. Ребята приехали из города. Дима, Костя. Помните, наверное? Вместе рыбачили. Они в деревню приехали на дачу. Вода, вода, вода. Едем дальше. Вот поднялся, ребята, еще 3 поворота. Блин, местами водичка, конечно, прям плотно. Вот хорошее местечко. Бомбанем сейчас вот в ряд жерлички. Короче, меньше слов, больше дела. Фу, ребята, перекур. Ну что, сделал дело. Вымой тело, как говорится. Так, ну что, у меня выше сейчас комбайны. Там 4 штучки еще. Да. И доночки у меня еще есть. Но я еще там 4 жерлица оставил так на резерв. Может, куда-то воткну. Так, пока еще не подумал. Вот ребята тоже приехали, как бы. Ну, у них тоже есть понимание, где примерно ставить нужно. Соответственно, как-то надо разбросать, чтобы никому не было обидно. Потому что я знаю, что они сюда тоже бы поставили. Ну, как-то так. Блин, воды вообще кошмар. Так много. Жесть. Есть у меня еще сверху точка. Далеко, блин, на 3-4 поворота подниматься. Там есть заводюшка такая интересная. Ну, там максимум вот как раз 5 жерлиц можно поставить. Но, блин, есть смысл туда ехать далеко. Короче, пока думаю. Сейчас комбайн воткнем и посмотрим. Ребята все равно сюда будут подниматься. Тоже донки будут тут ставить. В общем, щука неинтересна, ребят. На лиму, блин, охота. Все-таки март, он должен уже проснуться. Но я все-таки так понимаю, что у нас уже третий год, наверное, лето жарко очень сильно. А глубины нету. Перекатисто все. И мне кажется, налим погибает. В большей степени, наверное, так. Мелкий-то он есть, а вот крупный, вот, наверное, скорее всего, он умирает, что ли. Потому что, блин, ну куда ему прятаться? Ям-то нету. Такие дела. Сколько рыбалок гонял сейчас. Батарейку-то я еще не менял. Что-то уже как будто... Ну да. Как будто она уже подсела. Поставим-ка мы новенькую.
Ай, красота, ребята. Нормально получается. Ну, здесь не только налим, так скажем, здесь лещ, хорошо. Я тут попадал не крупный, но и ловил здесь на кило 150, что ли. Такой нормально. Мы тут и с Васильевичем, помню, ночевали. Багрил даже. 130 не залазил. Вот. Но это не все, ребят. Сейчас еще поставлю донки. Раньше ставил тычки на налима. Ну, в общем, просто палка, поводок, одинарник. Ну, просто налим не всегда берет живца, ребята. Червей у меня много. Соответственно, донка желится. Кто давно на канале видел, наверное, такие снасти. Это то же самое желится, только получается с одинарником. Да, кстати, в прошлые разы когда-то у меня заводило. И многие говорят: Андрюха, зачем ты даешь ему выматываться? То бишь на тычку же он хватает, и поводок короткий, и он стоит у тебя, получается. Ну, здесь лески немного. Ну, блин, тот раз, когда мы с Костей были, у меня здесь вот как раз 2-3 загара было. И вот именно все завело в коряге. Налим такая зараза, если он хватает, и он начинает куда-то зарываться, прятаться. В общем, такой он парень. Ну, тут песок, место интересное. Здесь я весной частенько обитаю по половодью. И, в общем, там жесткий обрыв, жесткий коряги. Тут такие ветки торчат. Ну, он весь там получается. А кормиться он выходит сюда на песок, на мелики. Сейчас бахнем еще доночки. Что-то ребята не едут. Что-то где-то застряли там. О, и далее, ребята, камень вылетел. Слышал хруст какой-то, блин. Вот так ножи летят. Ну все, лунок набурил. Сейчас дело за малым. Побросаем только и все. Вон так, видите, ребят, вертлюг. Основная там 35-я, старая леска на жерлицах стояла. Поводок 0,2. Старый комплект. Все тупо на дно. Вот, на дно упала. Даже не подворачиваю. Вчера дочь мне флажочки подправила. Попросил дочь, говорю, подклей. Она у меня рукодельница, молодец. Занимается все, маму. И тут загиб никакой не делаю, ребят, чтобы малейшая сработка сразу почувствовалась. Все. Сейчас поводочек только выпрямим немножко. Раз. Отлично. Сейчас мы тут ямку оккупируем. Должен же кто-то тут вылезти, проснуться. Что нравится дендробена еще, ребят, то что не надо там, знаете, вот этого мелкого червя пучками там насаживать, что-то там. О, все, кайф. И туда его, на дно. Все, ребята. Вот как-то так. Ну, в принципе, эффективная донка. Она не только налима ловит, леща, да все угодно. Просто есть вымотка, видите, ребят. И если хорошая рыба, то поклевку показывает. То бишь штучка стоит, ты ее не видишь, надо проверять. А здесь уже понятно, кто-то есть или кто-то клювал. Снег пошел, ребят. Погода вообще отеплила. Снег, он можно снеговиков прям лепить 8 марта, блин. Да, ну, снежочек. Но сегодня шик погода. Так тихо, так спокойно. Особенно в этих местах здесь люди редко как бы зимой. Летом тут рыбаков много, а зимой никто не рыбачит. Все на маленькой речке плотву ловят, окуня, а вот такими макарами единицы занимается. Ну, лично в деревне у нас. Все, ребят, ряд раз, ряд два у берега. Не стал там шахматить, как бы, плюс-минус. Вот. Вот столько снастей, ребят, ставишь, чтобы как-то реализовать рыбалку, потому что вообще плохо стало с уловами. Соответственно, надо много единиц заряжать. Благо сейчас на технике шуруповерт лукик помогает. Это все маслать вручную под метр лед. Такое себе удовольствие. Ладно, ребят, я вниз. Надо еще придумать, куда жилички
4 штучки бросить. А тут все оставляем до завтра. Да, что-то поесть мелочь, потому что время-то всего лишь обед. Что-то останется на вечер. Потому что все, то, что лещ, ну и налим, это все ночная рыбалка. Ладно, я надеюсь, что мы здесь что-нибудь достанем. Охота налима, ребята. Вспоминаю вот эти сезоны 3-4 года назад. Там была рыбалка, конечно. Блин, налимов везде доставали. Ёрш попадется, он и ерша хватает. В общем, универсалка была. А сейчас вот так. Все, еду домой. Где вода, ребята? Вообще жесть. Вот сейчас по буранке уже не пойдешь. Тут хотя бы снег топчется более-менее. Он еще идет, а потом там все, бурлит вода, блин. Да, беда да беда. Вот как заезжать, хрен знает. Пустой-то он. О, едут мужики. Ну, показывали. Вон и сорога, и окуни. Ну слушай, вообще пойдет, да? Нормально, бля, я бы, блядь, не сказал. Я уже Вовы вон на кошке. Вот там смотрю, подлещики у тебя, да, даже или что? Не, там сорога. Сорога? Вот сорога такие хорошие. Да? Вот таком, да. Что, хочешь поснимать? Не, просто смотрю. Снимать-ка хочешь, вон. О, слушай, YouTube, да, сфоткай. нормально, молодец. Что, надо тебе? Не, зачем? Что ты? Ребят, погодка. Жесть. Все, цепляю Леху. У меня вроде загар там, ребята. Леха наловил. Килограмма 2 поймал. Красавчик. Ох, жесть. Кто-то метет, блин. О, Леха, полная вымотка. О, есть. Есть. Щучка, наверное. Видишь, сегодня мы с тобой с рыбой. Бля, хороший, бля, килограмма. На килограмм есть. Килограммчик, да? Кило, может. Да нет, на кило. Килошечка, да. Нихуя. Вот так вот. Как это, блядь? Хорошо. Я тоже, блядь, понял. Я думал, я с тобой поделюсь. Да не, Лех, ты что? Ты вот такой, да? А я же за такое охочусь. Ты же знаешь, я же давно только такие рыбалкой занимаюсь. Чуметь погода, ребята. Ё-моё. Как выезжать-то сейчас, хрен знает. Ух. Ну как-нибудь поедем, что? Вот это жесть, ребята. Добрался, блин. До дому. Думал, заметет нахрен. О, на 8 марта, а? Девчонкам подарок. Подарки у меня припрятаны. Сейчас дарить буду. Что творится, блядь, мама родная. -1. Ребята, доброе утро. Ну что, день второй, так скажем. Вчера вернулся в деревню, отметили шикарно 8 марта. Посидели немного у мамы, потом поехали домой. В общем,
девчонок поздравили от души, так скажем. Ну, как вы поняли, ребята, сани пустые, я без девчонок, потому что погода внесла свои коррективы. Это же надо же, ребята, вчера было +2, а сегодня -20, представляете? А завтра, чтобы вы понимали, к 30-ке, ребята. Соответственно, понятно, что снасти стоят, понятно, что палатка тепло, но в 30-ку девчонок морозить неохота. Они у меня такие, раз ездят, потом болеют. А учеба, работа, как говорится, ну, такое себе. Если была погода такая теплая, то, конечно, бы поехали, но не стал я тащить их, потому что, блин, ну, на самом деле, это мы привыкшие, как бы, постоянно на воздухе, и организм все равно привыкает, а вот такие люди, которые редко выезжают, вот немножко вот подмерзли, и все, и достаточно. А в 30-ку по-любому замерзнем, так что созвонился с Лехой, в общем, ребят. Вчера, как вы увидели, Леха порыбачил неплохо. В общем, решили, как сделать. Сегодня еду, цепляем Леху, Леху завожу на курью, а сам, получается, еду, проверяю все снасти. Понятно, наверное, что все примерзло, потому что вчера такой липкий снег валил просто. И кое-как доехал, у меня глаза краснющие были. Блин, очки же есть, нет, не вожу. И сразу это все стало колом. Соответственно, у меня, наверное, жерлицы, комбайны, все, ребят, примерзло. Я взял печню, будем отдалбливать. В общем, обработаю, поменяем наживку. Приеду к Лехе, взял тоже ящик, удочки. Порыбачим и, скорее всего, еще постоим ночку, но только я переночую у Лехи в деревне. В общем, как-то так, в общем, ребят, решили. Погода, в общем, несла свои коррективы, соответственно, сразу план Б и, в общем, как-то так. Ну а так все, ребят, по традиции, как вы понимаете, переправа. Многие говорят: Андрюха, проехал, ты не остановился, из-за этого рыбу не поймал, традицию не нарушаешь. Ребят, я останавливаюсь всегда. Вот на той речке у меня обрыв, а здесь я всегда, когда переезжаю, я останавливаюсь, потому что традиции есть традиции. Я просто не показываю, понимаете. Так что вот такие дела. Ну все, Леха уже ждет. Погодка, ребят, морозик, но солнце. Блин, ну как так? +2, ой, +2 и -20. Это же надо, а? Блин, давление жесткое. Мне кажется, тут кто мучается с давлением, сейчас просто лежат колом. Поехали. Ну давай, родной. Поехали, потихоньку. Доброе утро. Как здоровье? Еще вчера отметил, да? За милых дам. Да, и дома не ночевал даже. Дома не начал? Вот ты хулиган. А, вот оно как. Ну, бродяга. Фух. Ну все, ребятки, добрались. Леху я уже завез на курью рыбачить, а сам поднялся. Там проезжал, где щука у меня вчера попалась. Жерлиц просто не видно. Вчера такая вьюга была, ребят, буря, что просто труба. Набрался до комбайнов, 4 комбайна, не знаю, один как будто загиб. Ну не знаю, промерзло, не промерзло. Сейчас будем смотреть, работать. В общем, там сработок не было, но там, говорю, флажки так замело, что может быть даже и что-то и брало, но не видно. Вчера ребята выставлялись, поймали 3 щучки. Сейчас до дороги их встретили, они поехали на лесную речку. В общем, ладно, поглядим. Все, поедено, ребят. Рыбы нету, видать, мелочь какая-то. Все поедено. Здесь вообще вон крючок даже пустой.
Ладно. В общем, все поедено, ребята. Вон у парней жерлицы стоят. 3 подряд. Горит. Четвертый загар. Пятый. Ну тут походу мелкая щука вот на песках вот этих. Шестой загар еще смотрю. Седьмой. Все подряд горит, короче. Охренеть. Работок много. Восьмой. И вымотка-то полная, ребят. Блин, ты нас нахерачили, конечно, воды. 6. 8 загаров у ребят. Нормально. Что интересно тут клюет у них? Ладно, поедем к своим, ребят. Добрался до своих, ребята. Один загар у меня всего лишь. Вот именно эта полоса, блин. Она здесь выдает налима. Я почему на налима поставил вот именно здесь? А там у ребят 8 загаров на меликах. По песку. Нифига себе. Столько загаров, блин. Ну, интересно, сколько рыбы поймает. Вот в чем вопрос. Ну, у меня один есть загар. Ребята, смотрю, тоже до сюда доехали. Продолжили вот эту полосу. Ну, тоже загаров нету. Короче, надо постоянно перемещать жерлиц. Там. В одних точках тоже это уже не то. Ну, полная вымотка, давайте посмотрим. Полная вымотка, полная. О, здесь нормально, не замерзло. Так что жерлицы. Чашка все-таки работает. Ну, есть, ребята, ну там вообще шнур. Походу. О, вот он, бродяга, ребят. Налим. Налимчик. Никодимчик. А заглотил-то засранец. Вон, смотрите, ребят, лежал на песках. Сорогу-то такую захавал. Не маленькую. Заглотил. Ну вот. Все-таки начинает потихоньку шевелиться, походу. Я почему сюда и поставил? Потому что я хотел налиму поймать. Не, ребят, бесполезняк. Заглотил по самой неболой. Засосал. Даже крючок не вижу. Вообще где-то внутри, блин. Такой мелкий дрищ. Дрищ-пакет. Мелкий. Ах. Что, придется брать на жареху. Даже крючок не знаю где. Кстати, спрашивают: Андрюха, как ты поднимаешь на налима? Ну, вообще налима со дна, по идее, нужно ловить. То бишь живец. Ну, на один оборот поднял катушкой и все. Ну, видите, в преимуществе щука. Соответственно, поднимаю. Ну, 2 оборота делаю, 3. А так, налим, когда клюет, он поднимается нормально. Катушка маленькая здесь. 1, 2, 3. 3,5. Вот. Так, ну один есть. Мелкий, конечно. До желудка заглотил. Опа. Ну, есть. Блин, и все. Когда-то здесь был, ребята, на 10 жерлиц у меня было 9 загаров. Я поймал 7 налимов. Один из них был на 4 килограмма. Вот эта точка у меня работала. Это был уже конец марта. Серега приезжал с Кирова. Кстати, спрашивают у Серегу, где. Нормально все. Все хорошо. Просто есть у него моменты сейчас по работе, да что. Как-то так. Приедет, может. Так, ну что, первый. Налим. Так, ну, слушайте, ребят. Есть надежда, что
там что-то будет по налиму. Так, ну по комбайнам что-то не могу понять. Подзагнуты, но говорю, я промерзла хорошо, надо смотреть. А у Домки, ребята, 2 загарчика есть. Там флажочек и там флажочек. Ну давайте начнем потихоньку работать. Может налим. Да, конечно, блин. Жесть. Ну вон, друзья, видите, сработочка. Вымотки нету, ребят. Возможно, вчерашним ветром просто. Возможно, вчерашним ветром просто подняло. Ух, это грязи. Ну, не знаю, кто-то клювал, наверное. Сейчас все пройдем. Может ветром, может что. Кто-то есть вот, ребят, мелкий на комбайн. А, вот она что. Сорога опять тут, короче, пасется. Я думаю, кто флажки вот эти позрывал. Сорожка, ребят. Хорошая сорога. Смотрите, здесь грязи нету. В чем прикол? В чем прикол? Грязи-то тут нету. У берега нормально. Сорожка. Да, частенько здесь, кстати, в этом месте сорога попадается. Хорошая прям. Здесь прям можно на удочку, мне кажется, порыбачить. Нормально было. Донки проверил, ребята. Пару, наверное, червей было, а остальные вот так. Все поедено. Крючочек, видите, большеват все-таки. Допустим, даже для сороги. Все-таки снасть-то по другую рыбейку. Ехаем, ехаем, ехаем. Крючки вон пустые, блин. Блин, лишь бы червей хватило. Я что-то не так много взял. 2 пачки всего. Так. Так. Поехали. Поехали. Есть. Ну, батон хороший, ребят. Смотрите, какая. О. Хороший батончик. Вот как их зарядил. Берег весь пожеванный. Дальше там грязь. Леща нету. По берегу налима нету. Одна сорога попалась. Такая добротная, грамм 150, наверное. Один налимчик. Ну и у нас там железцы, которые заметено. Там одни вот эти. Вот эта проволока только видна. Соответственно, там надо сейчас откопать все. Ну, в общем, сейчас все эти железцы тоже тряхану. И поедем рыбачить на удочку. Погода кайф сегодня. Окунь должен клевать. Блесенький, без мотылочки. Подвигаемся. Да, братцы, не густо. Не густо. Блин, я налима просто хочу. Капитально налима охота. Поймать такого, знаете, забияку. Вот уже какой год. Вот такая хрень у нас.
Да, конечно, везде, блин. Вчера-то ладно, тепло было, а сегодня вот мороз. Вода пристынет сразу к подвеске. Так, сейчас эти тряхану и поедем. Понял, ребят. Я даже не заметил, когда проезжал. Флажок-то валяется. Флажок валяется и перехлест. Перехлест. Перехлестик. Перехлест. Бывает и такое. Что, никто не тащит? Ну, помотала даже. Так, кто это у нас? Фигаш, двойник здесь. Это налим, ребят. Это его проказы. Зубов нет, видите, вот. Чешуя сбрита. Налимчик небольшой. Выплюнул, блин. Не понравилось что-то. Так, ну, значит, ночью налимчики уже начинают гулять. Это хорошо. Как-то так. Ну что там? Холостые. Холостые. Еще одну смотреть. Налимчик мелкий, походу. Мелкий налимчик, скорее всего. Холостых много, ну, обсосанный, понял. Ну, там окушок Там окушок он поставил. Скорее всего, окушок размотал. Ну вот такие, наверное, скорее всего. Один попался. Я продольники проверил все, блядь. И на комбайн вот. Вообще нихуя, ни одной. Ну, червя погрызли там, блядь, парочку. Ну да, у меня там тоже все. Целый червь. Что-то вообще нифига. У мужиков там горит все. Да? Здесь 15, наверное, насчитал, блядь. Нихуя себе, да. Просто вот так. Тут за поворотом, да? Да, они там, все горит у них, блядь. Ну я так проехал, ну, вымотки нету, короче. Просто, Ну, вчера ветер сильный же. да, может ветром там, не знаю. Ну горит все у них там, не знаю, потом вечером приедут они. Они спокойно не хотели сюда приехать. Да, конечно, они приедут, они же еще остаются на ночь. Что, давай, проверяй. Че ругаешься? Перестань, блядь! Фу! О, мужики, подушку не делаете, да? Это размотал. Мотало, смотри, получше. Не, я говорю, подушку не делаете. Делал вчера. Я брю и потом на эту подушку ставлю. Делали вчера. Потому что он, видишь, блин. Утонуло, блядь. Делали, размотало. Да, утонуло, блядь. Вчера таяло все. Ну, конечно, такая погода была. Ну, что, еще холоднее. Сегодня, да, по 30 вообще будет. Да? 26 она передает, как бы, но на реке 30-ка будет. Ну, это ночью только, знаешь. Потом также днем солнышко 14 там что-то. Ну что, доставать на камеру? Подожди ты, блядь, камеру достаешь, так и не клюет. Да, рыба стесняется. Ну, Ну, надо подготовиться. Видео. Ну, братан, что-то есть, чуть-чуть что-то есть, да. вот уже не сработочка. Сейчас посмотрим, что-то есть. Ну, не крупный. Ну, хоть такое. Давай, Женя, лима. О, есть, видно. Есть. Ага. Тянет. Давай. Аккуратненько. Блин, Что, размотала до конца, да? дергает, да. Где у тебя погорик-то? Не надо его так доставать. Я размотала, полностью размотала. Вот. Ну, давай. О. Аккуратно. Завести. Ух ты, там это,
Дичь, бля. Да. Не бесись. Ну. Подожди, блядь. Видать. Все, пошла. Налим. Налим. О, хороший, смотри. Хороший налимчик. О, О, полторашка. хороший Ну, налим. я говорю, налим начал шевелиться, ну. Четко. Не возьми его. Так, Вот это пойдет, да, налимяка. Полторашка налим-то взял есть. насмех. Ты тоже блогером стать хочешь? Ну, класс, жареха классная будет, ну. Четко. Тут задуло у меня тут все. Вчера здесь как раз по этой прямой херачило. Нормально так. Сейчас протянем все. Посмотрим. Че ты? А, нет, все нормально. Все хорошо. Все хорошо, ребята. Все хорошо, прекрасная малина. Все хорошо, все хорошо. Тоже заметенная была. Да что ты? Вон, видите, ребят, это повадки налима. Это он так делает. Жаль, это не сработало. Сейчас глубину заново вымерим. Надо ходить проверять, потому что... Раз, два, три. Короче, налим зашевелился. Походу. Пора налима. Пора налима. Ну вот, как-то так, ребята. Все. Все дела сделал. Все зарядил. Живца где-то новый. Где-то что-то. Блин, мои точки на лиме не стреляют. А вот там ребята поставили. Ну, я там тоже хотел поставить. Я обычно там ставлю. Хороший залетел такой налимчик. Красавчик. Это ребята с города приехали. Говорю, народу очень много. Вот почему не люблю ездить в выходные какие-то, в праздники. Потому что постоянно суета на реках. Сейчас техника у всех доступна, и как бы, если раньше сюда кто-то пешком не пойдет, то сейчас много людей заезжают. Ну вот. Короче, у них там тишина, здесь тоже тишина. И там вот 3 загара было, 1 налим попался. И то радостные мужики, классно, конечно. Шибает. Видно, что живец обсосанный. Мелкий налимчик таки делает. В общем, потихоньку начинает шевелиться, ребята. Круто. Ну и у ребят там куча загаров. Скорее всего, вот налимчики, наверное, там на песках пошибали. Ну, приедут вечером, посмотрим. Леха костер запалил. Пойдем, что посмотрим, что он поймал. Тоже порыбачим. Давайте, мужики, ну. Сардельки бери. Хороший скорючок. Может даже не закусывать. Нормально, да. Легонький. Че, какой год бурашку? Побегал уже, да, наверное, нормально? Ну да, блядь, он у меня, вон, смотри, по капоту видишь, у меня вот что. Я понял, да. Я езжу вон, вот. Постояв, пообщавшись, мужики оказались душевные, настолько местные, так как частенько они сюда приезжают, у них даже есть своя дача в деревне. Ну и самое интересное, то что один из мужиков оказался зрителем канала. Евгений, тебе огромный привет. В общем, ребята душевные, свои, настоящие рыбаки, решили вместе отобедать. Приготовить горячее на природе — это очень круто на зимней рыбалке. По рыбалке, кстати, ребят, в этот день было неважно. Если вчера Леха поймал 3700, как он говорил, взвешивал дома, хорошая сорожка, хороший окушок, то сегодня рыбалки на удочку не было. Ну, это было и понятно, так как с плюс 2 до минус 20 погода резко поменялась, соответственно, ну и с клевом такая же беда. Подловив штук с десяток окуней и небольшой плотвички, решил заканчивать это дело, так как у меня своя рыбалка, своя движуха. Ну, Леха, в общем, в этот день ничего не поймал. Приготовили пельмени на финской свече. Очень, кстати, удобно, друзья. Не обязательно заезжать в лес, пилить сушину. Там можно заготовить дома и просто кинуть в корыто
чурбак и справляется лучше любого газа в хорошие морозы. Горячий обед на природе — это не только согревающий, но и дает сил, и горячее зимой это намного, конечно, приятнее, интереснее, вкуснее. Погода стояла великолепная, хоть и было прохладно, ветерок, но солнце уже говорило, что скоро весна. Пообедавши, мы дождались мужиков, которые уехали на лесную речку с проверкой. Дима, Костя, к ним присоединился еще один товарищ. В общем, у нас получилась такая большая банда. Мы вместе дообедавшие поговорили, кто что видел, какие следы. В общем, ребята ничего не поймали, но впереди у пацанов проверка жерлиц. Очень много флажков было, интересно. В общем, решили расходиться по своим точкам, по своим снастям. Что я и сказал. Вот они, злодеи. Налим пацанов. Налим похулиганил. Кость, ты как я и сказал, налимчики, да? Вышли. Ну, сезон что? Налима. Боданул, наверное, и все, да? Угу. Налим, да, он, это его, но проказник. Его тема, но налимы. Ну как налимы? Налимчики. Добрый вечер, ребята. Поднялся до своих точек. В общем, как я и сказал, ребята приехали. Мы сейчас шикарно пообедали, познакомимся с пацанами. Смотрят канал, в общем. Зову, кстати, в гости сегодня. Хотя я планировал ночевать у Лехи. Но у них здесь тоже свой домик, в общем, баня. Приезжайте, короче. Вот. Налимы, ребята, вышли. Щука вообще отошла, и вот прям налим. Вот эти все флажки — это налими. Я так и сказал, что налим. Мелкий налим, зараза, подбивает вот флажки. Приехал до комбайнов. Сейчас проверяюсь, закапываюсь и выезжаем в деревню. Такие дела. Мальчик, Оп. Промерзл немножко задний-то. Ну, тут, ребят, рыба. Хорошая причем. Хорошая рыбка, ребят. Тут и есть. Первый пустой. Второй пустой. Опа. На последний. Ох. Не хочет заходить, ребята. Не заходит. Кто это? Кто это у нас? Лещ, что ли, попался, блин? Зараза. Блин, я багор не взял. Видел, что загиб. Не залазит, ребят, прикиньте. Ё-моё. Да, походу лещ. Блин. Багор. Вот и дождался. Я лещика. Лишь бы не ушел, блин. Так. Багорик такой у меня детский, но багорик.
уперся и стоит, блин. Не гупа никто. Забагрил, нет? Да, ребята, это он. Это он, чемпион. Есть контакт. Блин, 150 и нужен все-таки. Под килограмм-то. Вышли, ребята. Красавцы. Все-таки вышли. Днем. Так, все, Андрюха, успокаивайся. Червячков сейчас. И погнали. Надо менять. Ух. Ну взяли, ребят, четко. Ну вот, ребятки, проверил все комбайны. Ну тут один единственный загиб был, так немножко пожевано. Подмерз, конечно, уже, зараза. О, ну килограмм будет, ребятки, лопатка. Все-таки на этой точке они попадаются. Вечереет, ребят. Сейчас уже будем потихоньку собираться. Тут у меня загаров нету. Ну и те первые комбайны я проскочил. Сейчас поедем туда. Посмотрим, что там. А ребята, вот эти, то, что все загары были, местами попадаются налимчики вот такие. Ну, как бы так и было планировано. Давайте доночки до завтра. Минус 30, чтобы налимчик подплыл. Ну, видите, тоже ни густеры, ни подлещиков не попадается. Вот один залетный зашел. Но они здесь есть, да. Здесь я уже ни одного такого ловлю. Так, все закапано. Все закопал. Это закопал. Едем. Есть два загиба, ребята. Есть. Класс. Ну, вот эти оба загнуты, да. Кто-то клювал. Так. На всякий случай багорик взял. А вдруг лещишка. Опять какой-нибудь. Мороз крепчает, чувствуется прям. Так, ну что, погнали. Есть, ребята, рыба. О, видали, днем вышел кто-то. Головы. Хороший. Так, там больше никого нету. Вроде все. Головлик, ребят. Вот он комбайны, видали? Вот они все-таки поработали. Я на них надеялся. И не зря надеялся. Головлик хорошенький. Ну, это уже четко. Рыба, конечно, штучная. Но есть. Так, все, здесь у нас все. Здесь у нас, ребятки, все. Ладно. Насаживаемся. А вчера, получается, промолчалось все это дело-то. Вчера промолчал. Ну вот днем сегодня кто-то походил, поклевал. Рыбка хорошая. Понятно, ее немного, но она хорошенькая. Блин, запутал все тут. Запутался все тут у меня. В общем, свою рыбку мы увидели, ребятки. Так что это нормально. Так, тут надо развязывать. Ну вот, ребят. И собрат. Хороший полкилошник. Нормально. Комбайны поставил для того, чтобы поймать вот эту рыбку. Да, не в количестве, но как-то так.
Так, у меня там еще на повороте Желез, я выезжал, была сработка. Видать, мелкая щука. Ну, посмотрим. Кто тут хулиганит? Какая-то мелкая, видать, щучка. Понятно, что не налим, налим ночью. Ну, хотя сейчас к вечеру. Не знаю, ребят. Ну, вымотала полностью. Вымотала полностью. Опа, есть. Ну да. Вообще мелочь, ребятки. Та, которая она тут бодала, я ее и наказал. Угу. Что мне с тобой, подруга, делать? Вся в пиявках, блин. Ох, вообще заглотила, ребят. То, что двойники, да, работают, базара ноль. Но вот так, когда неприятно немножко. Бесполезняк, ребят. Не достать, наверное. Ну как достать двойник-то? Его надо туда проталкивать. Еще рогайка, короче. Ну вот, ребятки. Вот и вечереет уже. Садится солнышко. Чувствуется, мороз крепчать начинает. Но на солнце так классно. Что, подведем итоги, получается. Вчера одна щука у нас. Кило 200, кило 300. Когда выставлялись. Сегодня у нас налимчик. Сорожка на комбайн. И вот сейчас ясь, голавль, точнее, лещ и щучка небольшая. В общем, весь, ребята, набор. Вот. У парней, с кем познакомился, Женя и Игорек, у них налим хороший, полторашка, наверное, может больше даже. У парней вчера 3 щучки. И вот сегодня они сейчас достают налимчиков. Они ездили на лесную речку проверить харюзы. Нифига, короче. Такие дела. Ну не знаю, вот ночь постоит, сегодня минус 30, офигеть. В марте, блин. Ну это утренники такие, ночь, да. Почему я не взял девчонок? Потому что холодно будет. Вот. В общем, вот как-то так, видите. Это настолько снастей. Но я, блин, упирался все-таки в продольник. Хотя в первый день почему-то после ночи он меня не порадовал. Вот сейчас вот на Андрюха 2 бонуса. Голавль и лещ. А, ребятки? Можем? Могем. Все равно могем. Я рад. Я просто рад, ребята. Вот и все. В общем, что сейчас? Ждем мужиков, посмотрим у них результаты и будем потихоньку выезжать. Я пробовал там ловить. И мелочь поклевывает. Живец. Ну вот такого клёва, как вчера Леха, нету. Понятное дело, такой перепад, блин. Такие дела, ребят. Все, увидимся в деревне. Закопали все жерлицы, все снасти и уже потихоньку выезжали по сумеркам. Мороз крепчал, поднявшись в деревню, на градуснике стоял уже минус 25. Весенние такие ночные морозцы, утренники, так как мы их называем. Ребята, проехавшись с проверки, поймали 3 небольших налимчика. В общем, друзья, 11 сработок, а налим вот весь такой 300 грамм. Я просто сбивал живца, хапал, интересовался, но физически не мог просто заглотить. Крупный налим или еще не вышел, так скажем, или его просто нету. Вот ребята поймали одного такого грамм по кило 1,5, кило 800. Ну, из таких количеств сработок, из таких количеств жалец больше налима и не было. Как и говорил, ребята пригласили в гости. И мы с Лехой по дороге заскочили к ребятам, так скажем, на огонек, погреться. Ну и ребята приготовили шикарный ужин. У нас было небольшое застолье после холодного рыбацкого трудового дня. Шикарно
зайти в теплую избушку, насладиться теплом, горячей едой, ну и общением, конечно же, общением. Это дорогого стоит. На мой взгляд, рыбалка, друзья, это не только доставание рыбы с лунки или с речки, но и общение с единомышленниками и, конечно же, с природой. Так что за рыбалку. Доброе утро, друзья. Долетел, ребят. Добрался до точки, до комбайна, до самого верха. Ночью сегодня было 32 градуса. Точнее, было в 4 утра. Ну, потом более-менее степлило. 9 утра, в общем, приехал. Вчера, короче, заехали к парням, вот с кем познакомились. Там посидели, там нормально пацаны так встретили, там поляну накрыли. А потом доехал до Лехи и переночевал у него. Леху сегодня не стал брать, потому что мороз, холодно. Сейчас вроде вот 9 утра, 24 градуса мороза. Все промерзло, ребят, смотрите, комбайны просто. Жесть. Все просто промерзло. Ну и вчера, если все горело, ну я имею в виду, все флажки там поднимались, то сейчас проезжал у всех мужиков, которые стоят. Сегодня, кстати, тоже все будут выезжать. 2 сработки всего. Одна у меня там снизу. И здесь у парней одна. Вот и все. Вот и все, ребята. Вот такой момент. Ну, понятно, такой жесткий перепад. Вчера еще на лимчике похулиганили. Сегодня все. Дождь мертвак. Ну, я добрался, ребят, до комбайна. Загибов тоже нету. Вчера, конечно, леща здесь взяли. Но у меня, правда, флажок стоит на донку. Может, что-то там залетело. Сейчас посмотрим. А так солнышко встает. Красота, ребята. В общем, ну я все, сматываюсь и домой. Покатался, погулял. Надо выезжать. Ну, наверное, с нее и начнем, ребят. Посмотреть здесь больше, я так понимаю, не на что. Может, что промерзло, конечно, но а так нифига. В общем, за 2 дня здесь попался лещ и сорога. И все. Ну, смотрю, вымотка полная, ребятки, смотрите. Вымотка полная. Ага. Вот те. Раз. Ну, хоть пробивается. Хоть пробивается, блин. Хоть пробивается, это радует. Блин, 32 с плюс 2 градусов. Это же надо же, а. Такие перепады, блин. Жесткие. Жесть. Так, ну чё, есть кто-то? Никого вроде нету, ребят. Никого нету. Никого. Никого. Да. Никого и ничего. А, нет, сидит. Сидит, оказывается. Я даже ее не почувствовал. Густерка. Густерочка. А я даже ее не почувствовал. Ну вот и все.
Не знаю, может сейчас что-то будет еще. Вот так посмотреть больше не на че. Еще одна, ребята. Флажок неподнятый был. Еще одна гусерка попалась. Да. Вот мелкая гусерка здесь. Блин, здесь на удочку посидеть, ночку. Закормиться, леща посмотреть. В этой точке. Блин, наверное, прикольно бы было. Тоже комбайны рядом поставить и вот стать на удочку. И, мне кажется, вот можно половить такого. Хотя у нас леща, ребят, не ловит, чтобы вы понимали вообще. Зимой. Летом понятно, а зимой вот нет. И вчерашний бонус даже для меня это прям приятный сюрприз, так скажем. Так, ладно. Да, ни одного загара, ребята, здесь. Ни одного. Хотя, блин, на лиме моровка вообще капитальная. Но, к сожалению, не попался. Один попался здесь. И все. Больше не вышел. Тут на комбайке что-то есть. Еще один, ребята. Да покрупнее. Я уже спустился до вторых комбайнов. Вчера здесь головолик попался хорошенький. Ну вот. Лаврушка еще одна. Еще одна, ребята. Лаврушечки. На котлеты пойдет. Вот так вот. Комбайны все-таки, вот эти донки, ребята, они в голодный год кормят. Как ни крути, что-то наловит, блин. Так что, кто занимается жерлицами, допустим. Вот, ребята, помимо жерлиц, если хищник не клюет, то вот мирно рыба может порадовать, так скажем. Ну, приехал до крайней точки, здесь у меня загар, вымотки нету. Все, последняя жерлица, ребята. Собираем и домой. Ребята тоже все собирают. Нифига. Вот 4 подлещика на комбайн. Попалось. Вон тут. Кто это у нас? Это налим, ребята. Налим, Никодим. Мелкий. Все, друзья, собрался с Настей, попрощался с мужиками. Шикарно получилось. Поездочка такая, знаете, ну, не в том плане по рыбе, хоть и не пустые даже. Что у нас там получилось? Пару щучек, налимчик, плотва там хорошая, и лещ, голавль, ну и по мелочи там вот эти ляпки. В общем, ну, нормально, ассорти такое пойдет, ребята. Что-то на жарежку, что-то в автоклав. Как бы понятно, да, что рыба штучная, но порадовала, все равно порадовала, ребят. Видно, что просыпается налим, уже более-менее шевелиться начал, потому что вот вчера вот именно много было загаров, именно вот мелкий налим походил прям хорошо. А так, душевно, ребята. Встретился с ребятами, которые встречаются только, грубо говоря, здесь. Познакомился, в общем, новые знакомства, это всегда классно, ребят, всегда хорошо. Все, стартую. Впереди, ребята, у меня мощная вылазка такая, поездочка. В общем, не буду раскрывать все карты. Ну, кто в Телеграме, тот по-любому будет в курсе, ребят. Так что, такие дела. А так, что, ребят, всем здоровья, мира, добра. Поднял, приподнял, покружил, поставил на место, как обычно, ребятки. Все, пока, я погнал. Ох, красота. Природа бомба.